Снегина. Значит, многое мы с вами узнали из творчества Сергея Александровича Есенина. И я вас просила подготовить поэму Анну Снегину, написать «Развернутый флаг». Я надеюсь, что вы написали. Но только скажите, о чем эта поэма? О любви. Хорошо. И так, о родине, да, и о деле. Да, так. Вот. То есть это, можно сказать, перевести, если на наш язык, это история страны, правильно? История страны. Почему эту поэму назвал Сергей Есенин Анна Снегина? То есть через аристократку Анну Снегину он показывает, какие произошли изменения в деревне, когда у нее там была самая изысканная и самая богатая усадьба. Кому эта усадьба досталась? Кто, когда отобрали у нее землю, кому эта усадьба досталась? Так, хорошо. Теперь, ребята, как заканчивается эта поэма? Быстрее, быстрее. Письмо Анны Снегиной к... Что связывала Анна Снегина с Сергеем, с лирическим героем? Что связывало? Так, значит, чувства. Связывали их нежные, трогательные чувства. Ребята, я просила «Черный человек» мы оставляем на следующий урок, да, поэму, потому что эта поэма очень сложная. Мы с вами еще поработаем по этой поэме. А теперь у меня вопрос. Я вас попросила сказать о самом Сергее Есенине и о его творчестве. Подумайте, сказать одним словом. Как бы ты назвал, Никита? Какая его поэзия? Ну, словом, какая, Дима? Нет, ну подумай, какая у него поэзия? Ну, каким-то словом назови, вот ты уже много стихов учил наизусть. Мы много всего прочитали. Каким бы словом Таня назвали мы эту поэзию? Таня? Каким бы словом? Да, очень хорошо. Вдохновляющая поэзия, Саша. Лирическая. Какая? Лирическая. Так, какая? Ну, даже слов нет в русском языке, чтобы назвать какая-то поэзия. Какая поэзия? Ты, наверное, знаешь, Борис. Ну, какая? Так, Рома. Как бы ты назвал? Настя? Лирическая. Пусть будет. Какая? Юля? Люда? Душевная. Очень хорошо. Юля? Искренняя, замечательно, правильно, искренняя. Кто еще так мог сказать искренняя, например, о животных, о любви к ним и так далее. Ну, может быть, вы растерялись, но, ребята, можно найти целое огромное количество. Это и чувственное, это и нежное, это трогательное, это изумительное, это искрящееся, это радужное. То есть столько можно слов сказать о творчестве Сергея Есенина и о самом о нем. Ведь он же сам признавался, какой он. А теперь давайте, какие вы стихи выучили, ну, те, которые вам особо понравились. Так. Ты плакала в вечерней тишине. Ну. Ты плакала в вечерней тишине, и слезы горькие на землю упадали. И было тяжело и так печально мне, все же мы друг друга не узнали. И часто я вечернюю порою хожу к местам заветного свидания. Вижу я в мечтах мне милый образ твой и слышу в тишине тоскливые рыдания. Спасибо. Не жалею, ни зову, не плачу. Не жалею, ни зову, не плачу. Все пройдет, как спелых яблонь дым. Годами золотом охвачен. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком. И страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже режешь, расшевеливаешь пламя уст. О моя, утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желании. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ране проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется
кленом истину медь. Будешь ты вовек благословенным, что пришло процесть и умереть. Это До свидания, друг мой, до свидания. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное мною расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки и слова, не грусти и не печаль бровей. Но в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не навек. Встречу в этом мире я только прохожий. Ты мотни мне веселый любовь. У осеннего месяца тоже светло-скающий, тихий такой. Первый раз меня месяц согреет, первый раз от прохлады согрет. Я опять и живу и надеюсь на любовь, которой уж нет. Это сделала наша ревнивость, посоленная белью песка, и измятая чья-то невинность, и кому-то родная тоска. Потому и навеки с тобою, нам одной любовью с тобой, эту родину привелась. так. В постели полузавядшие цветы, и с лепестками помертвели мои усталые мечты. И нашептал моим левкоем об угасающей любви, и ты, к оплаканным покоям, меня уж больше не зови. Мы не живем, а мы тоскуем, для нас мгновение красота, но не зажжешь ты поцелуй мои холодные уста. И пусть в мечтах я все читаю, и ты не любил, тебе не жаль, зато я лучше понимаю твою любовную печаль. Спасибо. Для того, чтобы он, ребята, замечательно поет произведение Сергея Есенина. В исполнении музыкальном давайте послушаем, как звучат эти песни наших Сергея. Еще моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишет мне, что ты для тревогу запустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном шушуме, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бред. Не такой уж горький мне пропоится, чтоб тебя не видел мой век. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в маленький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не буди того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи, не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада,
Не грусти так часто обо мне, не ходи так часто на дорогу старомодном веку. Как часто он с ней беседовал за чашкой чая, долгими вечерами они цепили на своей жизни. И он всегда знал, что мама тревожится за него, как и ваша мама тревожится за вас. Какими бы взрослыми ни были, для них ваши детьми и самыми дорогими, и самыми любимыми. Обратите внимание, как много нежных, трогательных, ласковых слов сын посылает своей матери, простой крестьянской женщине, которая была неграмотна, но была по-житейски очень умна и добра, как дает отчет о своей жизни. Юрий Михайлович, еще? Пожалуйста. Вот есть старое, мы еще мальчишками бегали, пели песни. Слушайте, Юрий Михайлович, это летчик, Вспоминали. человек очень знаменитый и замечательный, у него красивый голос. В том краю, где желтая крапива, да сухой плетень, приютились к вербам сиротливо избы деревень. Приютились к вербам сиротливо избы деревень. В том краю за синей щелора, в зелени озер, пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялся Русь в мольбе чудей, нипочем есть страх. И бредут по той дороге люди, люди в кандалах. И бредут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, так судил им рок. Полюбил я грустные взоры, спадинами щек. Полюбил я грустные взоры, спадинами щек. Много зла от радости убийца, их сердца просты, но кривятся в почернелых лицах добрые рты. Но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Я одну мечту или нежу, что я сердцем чист, но я кого-нибудь прирежу под осенний свист. Но я кого-нибудь зарежу под осенний свист. И меня по утреннему свею по тому песку пойдут с веревкой на шее полюбить тоску. Пойдут с веревкой на шее полюбить тоску. Когда с улыбкой мимоходом распрямлю я грудь, языком залижет непогода пройденный мой путь.
крепкая, Между крапива. прочим, в интернете есть, поет ее Сличенко, потом еще, ну, там многие старые песни. Обратите внимание, сколько человек знает песен. Я думаю, что вы тоже будете знать когда-нибудь Сергея Есенина много произведений, хотя сейчас вы, может быть, немножко скромничаете или стесняетесь. Но я думаю, что все самое хорошее, что страниц на стихах Есенина, этого бояться нельзя. Березовым веселым языком печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Стою один среди равнины голой, а журавли относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Роща золотая, березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Говорила, то есть отпел он свои песни, прожил он жизнь, березовым веселым языком написал свои стихи. Запоминайте, пожалуйста, слова. Я думаю, что сейчас у вас больше будет слов написать о его поэзии. Какая у него поэзия? Ребята, я думаю, вот если внимательно слушать произведения Сергея Есенина и читать их внимательно, то можно столько узнать о его жизни. Не надо биографию читать, а он сказал: расскажут обо мне мои стихи. Не зову, не плачу, все пройдет, как спелых яблонь увядания золотом охваченный. Я не буду больше молодым, увядания золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь так уж будешь биться, сердце тронутое холодком. И страна березового ситца не заманит шляться босиком. И страна березового ситца не заманит шляться босиком. Дух же, ты все реже, реже расширеваешь
и половине чувств. Я теперь скупее стал желания, жизнь моя, и ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все в этом мире тленный, тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты, вовек благословенна, что пришло процветь умереть. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процветь умереть. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как спелых яблонь дым. Увядания золотом охвачены, я не буду больше молодым. Увядания золотом охвачены, я не буду, к сожалению, больше молодым. Спасибо, Юрий Михайлович. Вот, знаете, ребята, сколько песен, это, конечно, еще огромное количество стихов Есенина приложено на песни. И есть люди, которые увлекаются этим, до сегодняшнего дня любят Есенина, почитают его вдохновенные стихи и поют его песни. Слушать его песни – это одно удовольствие, это наслаждение, потому что в голову приходят мысли о нетленной жизни. Посмотрите, ребята, Есенин, он благословил жизнь, что она была ему дарована. И несмотря на то, что он умер совсем молодым, ему было всего 30 лет, но тем не менее, обратите внимание, он благословляет жизнь, не ругает, не скорбит, не жалеет, а именно благословляет. И в этом, наверное, есть вдохновляющая песня, потому что в этом есть смысл жизни. Вот эти три замечательные мужчины, которые к нам сюда приехали, я думаю, что мы им скажем большое спасибо, поблагодарим их, потому что это действительно люди, которые несут, я думаю, что свет и тепло людям, окружающим нашу жизнь. Ребята, давайте встанем и попробуем. Сегодня прозвучало как открытый урок, будет размещена в YouTube, ссылки в Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке. Если вы не против. Не против? Да или нет? Нет, не против. Так, дальше я предлагаю сейчас сделать общую коллективную фотографию, если Валентина Васильевна не против. Так, далее мы сегодня вам вручим, Юрий, будь добр, вынеси, пожалуйста, поэзию Прасковьи Ивановны Чисталевой. Значит, у нас есть в нашем коллективе Прасковья Ивановна Чисталева. Это супруга у Прометея Чисталева. Слышали про таких? Прометей Ионович Чисталев был композитором. Прасковья Ивановна Чисталева издала 13 сборников. Последние – это 3 поэмы о любви и «Моя великая война». Она живет в городе Сыктывкаре. Телефон можете ее записать, сыктывкарский телефон мы передадим. Значит, здесь следующее, Валентина Васильевна, я прошу как бы подарить тем, только те, кто действительно искренне любит, уважает поэзию. Ну, я раздаюсь мне тем, кто читал стихи Есенина. Я думаю, что поэзию Так. они еще полюбят, придут. Человек живет, пока он востребован. Ей 90 лет. В
чем заключается востребованность и в чем смысл, по большому счету, всей нашей жизни? Вот именно самое главное – это общение. Сергей Есенин что делал? Общался со своими читателями, своими почитателями и с потомками. Мы являемся своего рода его потомками. Прасковья Ивановна отметила 22 октября 90 лет. Она участник Великой Отечественной войны. Она в прошлом преподаватель литературы русского языка. У меня будет просьба следующая. Я могу записать телефон ее. Если вы ознакомитесь с ее поэзией, и вам что-то понравится, позвоните ей и с ней пообщаться. Это будет самое дорогое в этой жизни. Это будет тем лекарством, той терапией, которая даст ей, дай Бог, силы. На дальнейшую жизнь. Был День матери. Вот я хочу о матушке вспомнить. Есть такое русское слово «матушка», которое сейчас забываю. Ну, сейчас оно уже возрождается, это слово. И само. Слушайте слово «матушка». Это стихи Дмитрия Фролова. Правда, он ушел из жизни уже, сыктывкарский поэт. Матушка, какое ласковое слово, тихо, как речь, на большой реке, теплое, как ласка, очага родного, светлое, как песня, где-то вдалеке. Волосы усталые разметает ветер, стану одинокий в поле у ручья. Тихо пожелаю, чтоб жила на свете самой счастливой матушка моя. Матушка родная, не грусти не надо, сохранят в разлуке, сберегут сердца. Тихое сияние золотого сада, тихое сияние милого лица. Матушка, какое ласковое слово, тихое, как вечер на большой реке, теплое, как ласка очага родного, светлое, как песня где-то вдалеке. Теплое, как ласка очага родного, светлое, как песня где-то вдалеке. Так, 11 класс буквой А. Сегодня у нас 9 декабря 2013 год. Произошла творческая встреча по изучению творчества Сергея Есенина в селе Картирос. Ребята, вам понравилось данное знакомство? Да! Дай Бог здоровья, быть любимыми и любить. Это самое главное в жизни.